Зрители, главные герои и артисты – все в одном лице. Сабантуй в деревне создается самими жителями. Так было всегда. По традиции в центре Майдана главный трофей. За бараном встают на ковер борцы. Ни одной борьбой, единый куреш. Хоть и самое традиционное соревнование на Сабантуе, но за подарками тут выкладывают скорость и ловкость. Оббегаем, в общем. Так, мне подарок какой? Подарок никакой. Подарок я сам буду. Да, ну хорошо. Силой мерится и на других дистанциях, а заманивают, как обычно. Вы предлагаете, чтоб я оббежала? Не надо, просто круг сделайте, что, не жалко. Все равно же подарок будет, давайте. Давайте. Вам меня не жалко? Не жалко. Праздник же. Сила на Сабантуе решает все. Те, кто половчее, соревнуются на ходулях, презентов хватит всем. За неделю до праздника их тоже собирают все вместе. Тут и продукты, и одежда. Разве что 21 век добавил новую категорию. Без денежных поощрений никак. 8 тысяч рублей на первое место. Денежки. Денежки, да. Финансам, конечно, сейчас лучше, но по естественности раньше было... Зрелищности маловато. Да, зрелищности маловато. Из года в год Сабантуй меняется, даже насилие остается, азарт, добавляются игры. Так, в Балтасинском районе в Сабантуй включили волейбол. Нетрадиционно, но зрителей заманивает. Не знаю, молодежь любит, наверное, волейбол. Из-за этого. На игру смотрим. Да. Когда За кого болеете? За нашу команду, Салаузскую. Какие бы новинки ни появились, остается неизменным одно – объединяющая сила Сабантуя. Деревенские и городские, татары и русские. Русские и удмурты от мала до велика. Даже дождем их не сгонишь с Майдана. То, что для старшего поколения кажется обыденным на празднике, для молодежи повод напомнить о себе. Все, теперь заинстаграмила. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Балтасинский район.